что судьбы нет. Где он задолжал кому-то, у него столько же и снимут. Когда эти желания истинные, то тебе прям все помогают. Прям приходят эти подсказки. Вот деньги, еще здоровье, кстати. Один из главных таких действенных инструментов, через которые Вселенная и Бог может до нас достучаться. Всем добрый день, друзья! Сегодня у нас съемки второго выпуска на канал Комилов. Сегодня у нас очень классный эксперт, мне очень хотелось разговора с ней, и вот он сегодня состоится. Как видите, у нас пока бюджетные интервью, поэтому я даже, вот видите, второй день в одной и той же одежде. Поэтому, кто хочет к нам на разговор, тоже welcome, присоединяйтесь. И я хочу представить сегодняшнего эксперта, предпринимательницу, прекрасную женщину Наталья Можигова. Благодарю. Наталья Можигова, эксперт в предназначении души. Да. Я помогаю людям найти себя, найти смысл в жизни для себя, найти свое предназначение. И идти этой дорогой, и чтобы жить душа в душу. Вот многие люди просто ищут это состояние, чтобы по душе. И вот как раз вот через те знания, которые я даю в своей школе, мы приходим к этому состоянию жить по душе. С вами было интересно вообще начать этот разговор, потому что вы были в точке А, когда вы работали в такси, у вас не хватало денег, и вы жили в коммунальной квартире, и тогда вы что-то сделали такое, и сейчас вы находитесь в другой точке А. Что вы такое сделали? Как вы нашли свое предназначение души, и в какой точке сейчас вы находитесь? Это когда-то было, когда я снимала комнату в малосемейном общежитии. Это не коммунальная квартира, это малосемейное общежитие, где санузел на 8 комнат, по-моему, 8 комнат. Я не всегда работала в такси, я просто подрабатывала. То есть у меня была работа, но денег не хватало, поэтому я пошла подрабатывать в такси. Правда, долго там не проработала, потому что моя дорогая подруга, она просто мне дала денег и сказала: Наташа, это вообще не твое. Иди лучше, вот занимайся чем-то другим. Слава богу, что есть такие друзья. Но я понимала, что я что-то делаю не то, потому что вот мой ум, мое образование, моя смекалка, мой характер не дают мне вот того, чего я хочу. Поэтому я пошла копать в глубину, изучать разные знания, изучала много разных методик. Вообще методик самопознания множество. От психологии до там множества других. Я для себя нашла вот эти ответы. Как прийти вот из точки А в точку Б. То есть какие действия мне важно проработать, какие уроки мне важно понять, какие модели поведения сформировать, какие нейронные связи выстроить. Вот я это все изучала. Как вы это изучали? Какие ответы в разных школах? Я проходила много разных школ, где получала. Вот здесь, например, я раскрывала потенциал. В этой школе я понимала там смысл жизни, да, свое предназначение и так далее. И потом, кстати, много вот этих знаний я уже объединила в своей школе. Вы читали книги или вы ходили кому-то на курсы? Книги я постоянно читаю. И девочкам, своим ученикам тоже даю. У меня прям в школе есть список рекомендуемой литературы. С чего важно начинать, когда мы только приходим вот на этот путь, да, познания себя. И там множество книг, которых я уже прочитала, благодаря которым я получила результат в том числе. И вот все это, все, что я изучила, я уже даю своим ученикам и вообще тем, кто подписан на меня в канале, там, либо ВКонтакте читает, в соцсетях. То есть я всем делюсь щедро. И вот из точки А, да, то есть когда я была мама-одиночкой, воспитывала сына одна, когда постоянно нуждаешься в деньгах, когда ты покупаешь зимнюю одежду в кредит, потому что ты по-другому не можешь. В магазине ты покупаешь продукты только по каким-то красным акционным ценникам, и на другие даже не смотришь. И точка Б, когда у тебя нет кредитов, нет ипотек, когда у тебя хорошая машина, хорошая квартира, есть квартира для сына, другая, вторая, есть дом загородный, участок большой, и когда ты просто можешь жить вот по душе, и когда у тебя главное есть любимый человек, а этого не было. То есть я до 38 лет была вот просто одинокой. Я даже писала такой пост, когда вот я села на стол, и вот я плакала и говорю: боженька, все, я столько старалась, я столько над собой работаю, но если его нет, вот этого вот человека, значит, вот так надо. Все, я
просто доверяю тебе. И я когда сказала, что я доверяю тебе, доверяю тому, что происходит, и через месяц как раз я встретила мужа. Потому что я поняла, что важно доверие. Вот в каких-то моментах важно просто отпустить ситуацию, довериться и все. В чем ваше предназначение души? Я вот в консультациях очень часто говорю, что моя миссия — повышать осознанность людей. И одно из моих предназначений, их множество у каждого человека, одно из моих предназначений — быть учителем, проводником. У меня даже в предназначении вот прям написано школу создать и передавать знания такие, которые помогают людям масштабироваться, выходить на новый уровень в их развитии, тем самым вот прям повышать их осознанность. Я правильно понимаю, если человек идет не по своей дороге, то как раз он оказывается в ситуациях, когда у него не хватает денег, когда у него какие-то есть болячки, когда он не чувствует себя счастливым, да, и когда он идет по своей дороге, у него есть деньги, он здоров, у него в целом все хорошо. Но есть ведь такие люди, которые, у них все это есть, но они такие, что-то я не чувствую радости в этой жизни, и не чувствую себя счастливым. Тогда, получается, это не важные критерии, которые обозначают, по своей дороге ты идешь или нет. А есть просто несколько таких вот, так скажем, способов понять, да, своей ли я дорогой иду. Во-первых, конечно же, это состояние вот внутри, вот что мы чувствуем. Очень часто, когда у нас есть деньги, у нас есть муж, семья, дети, работа, вроде бы все прекрасно, это такая внешняя, да, оболочка, но себя не обманешь, и вот душа мается, прям кошки скребут, и ты каждое утро просыпаешься и думаешь, да боже мой, опять все по новой. В чем вообще вот этот смысл в жизни? То есть нет гармонии. Это вот первый признак, что человек не раскрывает себя, не выполняет вот то, чего душа хочет. Она же приходит сюда научиться, то есть мы же сюда приходим не так, что там полежать на песочке, ничего не делать, там, как мечтаю, да, вот как Баунти там, на пляже. Нет, мы сюда приходим работать, учиться, совершенствоваться. И когда мы этого не делаем, просто живем в каких-то там рамках, которые нам социум навязал, да, что надо, чтобы работа была, там то-то, то-то, все, душа мается. Особенно после 30 это начинается, ближе к 40 годам, когда мы не выполняем предназначение, все, у нас вот внутри себя уже не обманешь. Это первый признак. Даже мы можем заниматься своим делом, даже мы можем заниматься делом жизни, но, например, денег нет. Такое тоже бывает. Потому что точка доступа к деньгам, например, в том, чтобы сформировать какие-то модели поведения, чему-то научиться в жизни, какой-то урок пройти, там, предположим, с родителями, с партнером, либо с детьми. И когда мы не понимаем этих уроков, нам Вселенная через разные ситуации, такие сложные в жизни, дает нам это осознать, как бы пробудиться. Потому что как чаще всего человек может пробудиться? Когда он дошел до дна, и ему нужно оттолкнуться, потому что дальше некуда. Ну, либо там болячка какая-то, денежки где-то там посыпались, да, еще что-то. Потому что ему говорят, остановись, задумайся, что не так, что ты делаешь не то. И он такой начинает задавать вопросы. Ага, наверное, что-то я не так делаю, где-то я накосячил. Вот, и тебе дают ответы, вот это исправь, и тогда все остальное изменится. Потому что деньги, еще здоровье, кстати, один из главных таких действенных инструментов, через которые Вселенная и Бог может до нас достучаться, чтобы люди начали задумываться, начали задавать вопросы, искать ответы, почему это происходит. А когда, знаете, там все хорошо, деньги, здоровье, мы же так вообще можем не задумываться, да, так скажем, о смысле жизни, о смысле мироздания. Поэтому все очень устроено правильно в мире, все для чего-то нужно, все для чего-то необходимо, и нет ничего такого, что, казалось бы, несправедливо. То есть мы сеем то, что мы получаем. Если нам не нравится то, что мы получаем, значит, мы это посеяли мыслями, поступками, словами, либо даже, может быть, не в этой жизни, но это было посеяно. И все есть вот взаимосвязь между собой во всем. Вы открыли школу нумерологии. Да. А теперь расскажите, как цифры, и я была просто на лекции у Натальи, поэтому я могу сказать, что там еще была информация про то, что даже буквы влияют на нашу жизнь. Смена фамилии или даже опечатка в паспорте. Вот каким образом цифры и буквы могут рассказать дата рождения, место рождения, о том, что предназначено
человеку. Как это работает и почему нам не преподают это тогда в школе, если это так важно и нужно для каждого? Я думаю, что в скором времени будут преподавать вот и в школе, и в институте, и вообще это станет такими базовыми знаниями для всех, потому что мы к этому идем. Мы переходим из мира, там, который у нас был 3D, да, в мир 5D. Все это придет. Так, объясните, 3D и 5D. Есть такой мир, где установки, которые нам, предположим, там, социум навязывает, родители, да, другие люди, и люди живут вот в этой своей там, в каком-то микро таком пространстве и не задумываются о причинно-следственных связях, не задумываются о том, что они дают в этот мир, да, и что получают. Смысл в том, что дата рождения – это как портал. То есть душа выбирает вот эту вот дату, да, когда она сюда придет, под свои задачи. И вот совокупность всех этих задач, всех этих уроков, вот здесь в нашей земной реализации, в этом земном мире является наша дата рождения. То есть нам это не понять. Вот вспоминайте фильм «Интерстеллар». Да. Там очень здорово это все вот показано, что там это прям целая система. А здесь это вот дата рождения, которая раскрывает весь этот смысл нашего существования, нашей жизни, нашего предназначения. Просто это важно уметь распаковывать. И цифры, буквы, имя наше, фамилия, псевдоним, наши родовые фамилии, все это влияет на наши качества, на наши таланты, наши способности. У нас есть способности родовые, таланты есть родовые. То есть просто люди об этом не подозревают, но это все есть. А вы можете сказать, вот есть какие-то крутые кейсы, как изменилась жизнь у людей после того, как они обратились, например, к вам за консультацией или прошли, может, обучение и сами стали... Прям крутые кейсы. Прям да? крутые. Вот, значит, одна из учениц писала пост, по-моему, в прошлом году. Можно говорить имя, да? Да, конечно. Алена Бакина. Вот можете там найти ее пост. Она писала, что она раскрыла в себе талант миллионера. У нее прям есть вот в ее предназначении вот этот вот код миллионера. Его важно раскрыть. И, соответственно, раскрыв в себе этот код, эта программа дает как раз возможности хорошего материального достатка, жизни, да, по душе, когда ресурсов достаточно в жизни, ну и так далее. То есть вот я прям ее кейс могу показать, да, вот этот пост найдите и почитайте. Она говорит, я стала миллионером. Это тот кейс, когда человек развивается, когда человек раскрывает свой потенциал, идет по своему пути предназначения и получает результат. И вот так может каждый. А что она сделала для того, чтобы быть миллионером? То есть что она поменяла в этой жизни после того, как она получила расчеты? Во-первых, мы всегда меняем свое мышление, мы меняем свои привычки, свои модели поведения, свое мышление, видение каких-то ситуаций. Все это дает другие результаты. Потому что, согласитесь, когда наше мышление ограничено, когда у нас такое туннельное мышление, да, мы не видим возможностей. Вот эти знания сакральные дают нам видение этих возможностей, видение вот этих сильных сторон, которые в нас есть. Мы точечно, да, они как слепые котята там в каждую дверь стучатся, мы точечно знаем, что нам важно вот это раскрыть, вот это в себе наработать. Вот здесь-то у нас есть хорошие возможности, вот здесь там, либо в этом периоде у нас есть хорошая возможность там бизнес открыть, карьеру себе сделать, квартиру купить, либо даже продать. То есть все это есть в плане нашей души. Просто когда мы идем вот планомерно по этому плану, у нас все получается. Словно как вот Вселенная помогает тем людям, кто идет своей дорогой. Да, есть. Да, такое. потому что вот даже в плане души есть такие задачи каждый год, что важно на чем сконцентрироваться, чтобы такое колесо баланса было. То есть какой-то год мы прям вот рожаем детей, потому что вот сейчас именно важно рожать детей, душа какая-то готова прийти. В следующий год мы, например, уделяем свое внимание отношениям, потому что душа понимает, что если вот только в ребенка уйти, здесь могут пострадать отношения, и прям задача уделить особое внимание партнеру,
отношения. Следующий год выходить уже в люди, предположим, да, развивать какие-то качества и так далее. Вот у меня, я начала четко выполнять, идти по этому плану с 2018 года. У меня в 2018 году было создать группу, вот прям я создала группу по предназначению души. Следующий год важно было вот прям раскрывать харизму, учиться говорить, учиться там на публику, да, вот вещать. Прям говорить о себе, писать о себе. И я все это делала, хотя так страшно было, вообще коленки тряслись. Я все делала, и прям отклик пошел. И Вселенная помогает, когда мы идем своей дорогой. Следующий год был нарабатывать, вот прям фиксировать все знания, все, что я собрала, систематизировать, структурировать и так далее, проекты создавать. Я начала писать курс, я его год писала, школу, я писала первую ступень год. Сейчас вторую ступень пишу уже 1,5 года, потому что у меня там много учеников, и, соответственно, тоже время. Вы можете говорить, здесь можно выпендриваться. Да, более 130 учеников на сегодня, да, пока. Я вообще прям планирую, мечтаю, что у меня будет 1000 учеников по всей России, либо там в русскоговорящих странах, зарубежье, чтобы они давали эти знания уже другим людям, потому что я одна не смогу. У меня очередь на консультации в последние несколько лет всегда идет на несколько месяцев вперед. На 6-5 месяцев вперед. Вот сейчас, когда у меня уже столько учеников, очередь сократилась, она где-то 2 месяца идет. Но все равно, это знаете, сколько людей постоянно находятся в поиске себя, в поиске ответов на свои вопросы. И поэтому я не смогу одна сделать, я это прекрасно понимаю. Мне, кстати, кто-то там говорил, зачем ты себе там плодишь конкурентов, да? Зачем ты учишь себе конкурентов? Я говорю, это не конкуренты, это помощники. Это люди, которые смогут другим, многим тысячам людей дать эту информацию, потому что ты не можешь одна все сделать. Вот я дала консультацию более 5000 человекам, которые поняли себя, нашли себя, какие-то получили классные результаты, но я же не смогу одна все это сделать. Поэтому я даю эти знания другим девочкам, другим, у нас мало, правда, мужчин, конечно, но тоже есть. Получается, в этом курсе, не в курсе, а в услуге, да, по предназначению души, как это вообще называется? Это курс, обучающий курс. Да, а вот просто вот человек такой, я вот обучаться не хочу, я хочу вот понять предназначение своей души, он у вас заказывает предназначение души, и там же вы расписываете задачи на год. Да, там, конечно, можно такое, вообще, когда вы задачи хоть на всю жизнь расписать, можно все это сделать. Интересно. Но вот тут, знаете, что хочется спросить? Я брала консультацию у астролога, нумеролога, надо там точнее уточнить, кто это. И она мне говорила, Света, тебе очень важно, чтобы ты работала своим голосом. И это было, кстати, пару лет назад еще тогда, когда я такая, и как это сделать, да? Не то, что как это сделать, а в чем это вообще может быть? То есть это же такие, могут быть очень общие как будто бы фразы. То есть работать голосом это как? Это может быть телевидение, это может быть радио, а это ведь может быть и человек, который выступает. Но при этом работать голосом, вот этот человек, который выступает, он же может, например, зарабатывать, да? Сейчас мне, например, платят уже за выступление, но ведь это может быть эксперт вообще в любой области, например. Вот нет ли вот в этом общности, в которой человек, каждый сам для себя интерпретирует что-то? Да, есть, конечно, такой момент, когда люди думают, что прям все дословно должны прописать. Мой муж будет вот такой Иван Петров, там, Иванович, да? Никто вам никогда так не скажет. А если кто-то так говорит, возможно, они какие-то манипуляции, да, в отношении других людей хотят, да, применить. Никто никогда вам не скажет прям четко, конкретно, пойди туда, возьми это, вот прям в этот час, в эту минуту там будет такой-то человек и сделай то-то. Никто вам никогда так не скажет. Но когда мы начинаем раскрывать свой потенциал, идем своей дорогой, мы в доверии, да, к Богу, к нам приходят люди нужные, приходит нужная информация, и мы просто принимаем ее и идем этой дорогой, и оно все складывается само, и ты понимаешь, ага, вот оно к чему это было. То есть когда-то, я же вообще очень давно занимаюсь вот этими знаниями сакральными, я с 11 лет изучала хиромантию, и у меня вот здесь вот по хиромантии когда-то еще в школе увидела, что мне важно работать с цифрами. Вот в том моем узком мышлении в 11 лет я думаю, что такое? Наверное, бухгалтер. Вот. И потом пошла после школы
закончила институт, экономический факультет, поработала месяц бухгалтером, думаю, что-то не мое это вообще, как-то вот не так, как-то тут написано. Но когда ты потом идешь своей дорогой, ты понимаешь, что тебе идут подсказки, и ты понимаешь, ага, вот оно что. Какие, например, могут быть эти подсказки? Подсказки? Да то же самое, что тебе кто-то сказал какую-то фразу, и она тебе вот здесь в душе откликнулась. Когда это наше, у нас прям душа трепещет. Душа прям говорит, да, вот это я хочу, вот это мне интересно. Мы начинаем этим заниматься, у нас прям получается. Прям вот кайф такой, драйв, да, вот здорово, классно. То есть я пришла, я начала работать вот в теме, да, самопознания, и все, и отклик пошел. А кто-то, например, увидит, что ему важно заниматься сакральными знаниями, он попробует себя в нумерологии и подумает, например, ага, так, что-то мне вот это интересно, например, вот это другая какая-то тема. Возможно, это ему откликнется. Такого нет, что вот именно ведущая, именно голосом ведущая, этого нет. То есть это было бы тогда предсказание, какое-то гадание, но я не приемлю гаданий, потому что гадания нарушают один из главных законов Вселенной, это закон свободы выбора, свободы воли человека. Поэтому даже если я вижу что-то в такое, ну вот прям, да, я даю человеку выбор. Нельзя человеку навязать, вот чем ему заниматься, куда ему идти, что ему делать. Мы даем вектор, а дальше человек сам принимает решение и уже действует. А есть ли какие-то научные уже исследования в этой теме, в нумерологии, в астрологии? Ну, на сегодняшний момент, конечно же, наука пока отрицает вот все такие знания, да, сакральные. Почему? Астрологию, нумерологию, это потому что конкуренты. Мне так кажется, что это для науки конкуренты. Ну, либо есть, конечно, люди такие продвинутые, но вот так, таких исследований, чтобы прям в научных институтах, да, чтобы вот так вот, нет. Сами люди понимают, когда они получают вот эти свои консультации, свои расчеты, они говорят, да, вот я так и хотела, вот я так и думала, вот это же я и умею, я с детства об этом мечтала. То есть сами люди дают вот как раз вот такое подтверждение, что это работает. Если бы это не работало, не было бы очереди, да, на несколько месяцев вперед, не было желающих вот стольких, да, обучиться этим знаниям, потому что люди сами являются, вот, так скажем, этим исследованием, наверное. Потому что, когда мы даем консультацию, мы же говорим как раз о скрытом потенциале, который человек может в себе не видеть, либо не замечать, да, либо, а кто-то ведь замечает, просто ему нужно вот со стороны такое подтверждение, что да, во мне это есть, да, я это умею, я это чувствую, я это хотела, просто я закрылась, потому что я в себя не верю, например, так тоже многие какие-то люди говорят. Помните, когда вы выступали в библиотеке на бизнес-лайк форум, то там подошли мои знакомые психологи, и мне было интересно спросить, как вам Наталья, как ее знания вам внутри откликаются. И одна из них сказала, ну, знаешь, вот если бы она о чем угодно говорила, мы бы ее слушали, потому что она просто такая душка, и вообще ее просто слушать одно удовольствие. То есть психология тоже как будто бы чуть-чуть отрицает вот это вот предназначение души, и что вот все как будто бы запланировано. Вот в вашем разговоре с вами я сейчас понимаю, что вы говорите не про судьбу, вы говорите вот про вектор. Вот, то есть это не то, что тебе предназначено судьбой, да, там, и конкретно тебе говорят, тебе надо ставить зеркала, а что-то такое более общее. Но тут тогда другой вопрос наклевывается. А если вот это что-то общее, то это может ли быть что-то общее у всех людей, которые в один день родились, например? Я скажу так, что судьбы нет, я в этом убеждена. Судьба – это наш характер. То есть вот не зря же говорят, характер – это судьба. И, соответственно, даже одна и та же дата рождения у разных людей может дать абсолютно разный результат. И вот в зависимости от того, насколько человек раскрывает себя, даже либо не раскрывает, даже у близнецов. Абсолютно разная судьба может быть у людей с одинаковой датой рождения, потому что нет предсказаний, нет гаданий. Я вообще терпеть не могу, когда там гадают, предсказывают, у вас будет то-то, то-то. Я говорю, да вы что, с ума сошли, что ли? Будет так, как он будет делать, как он будет предпринимать какие-то действия, как он будет думать в этой ситуации, мысли определяют, да, там, и поступки и так далее. Но вот если просто положиться, что это у меня судьба такая,
Для меня это человек, который не хочет брать ответственность за свою жизнь, потому что мы в нашей школе, я всегда говорю, мы творцы. Мы своими действиями, мыслями, поступками определяем нашу жизнь, наше будущее, и то, что вот в нашей жизни сегодня находится, мы это уже создали, мы это посеяли. Вот здесь вот мы в первую очередь это посеяли. И если мы будем полагаться только на судьбу, либо говорить, да, это там из-за кого-то там случилось, значит, мы безответственные, значит, нам проще быть в позиции ребенка, отказаться, как говорится, от этого взрослого начала, от позиции Творца и на кого-то там скинуть эту ответственность. Это неправильно. Поэтому, когда мы верим в предсказания, верим, что вот так вот будет, то мы как раз включаем в себе позицию ребенка и позицию вот такого инфантильного человека, что за меня там кто-то что-то решил. Ничего подобного. Мы творим нашу судьбу и нашу реальность. И поэтому в одних и тех же условиях у разных людей бывает абсолютно разная судьба, потому что кто-то идет вот этой дорогой и несет ответственность за свою судьбу, а кто-то не несет ответственность за свою судьбу. Поэтому это разные вещи, и предсказаний нет, судьбы нет. Вот это прям мое твердое такое убеждение. А вот расскажите об этом пути, когда вы были в самом начале, работали когда на нескольких работах, как в вашу жизнь пришла нумерология? Вы говорите, что вы занимались хиромантией в детстве. У кого вы получили эти знания и с чего начался этот путь? Во-первых, по хиромантии я просто изучала разные книжки. И даже мне мои подруги всегда знали, что на праздник, на день рождения мне нужно дарить книжку какую-нибудь там с астрологией, нумерологией, хиромантией. У меня таких книг много, вот прям накопилось. И вот нумерология также в детстве меня, конечно, сопровождала, но там более были такие, знаете, даже в нумерологии есть сотни разных инструментов. Есть такие, которые показывают лишь одну грань, либо там как-то гадают, что эти люди вот такие-то, такие-то будут. Ага, я такая думаю, что-то вот тогда мне уже это сомнения какие-то нет. Вот я не такая, потому что когда я прочитала про себя, я думаю, я не такая, мои близкие не такие, в чем же смысл? Я начала дальше копать и нашла такие инструменты, которые показывают все грани в зависимости от того, какой мы выбор делаем. Когда я пришла к такому выводу, что мое образование, мой ум, мой характер мне не помогает достичь результата, я начала копать. Прям изучала, вот каких-то экспертов смотрела в соцсетях, в интернете искала для себя учителей, проводников и нашла такого учителя. Первый мой учитель Роман Горшков. Мне все откликнулось, вот все, что он говорит, вот это прям я нашла как будто бы свои какие-то мысли в нем. Я такая думаю, все, я пойду туда. И, соответственно, я попросила подарок себе на день рождения, говорю, пожалуйста, вот я хочу это обучение. Вот я прям своих близких людей сказала, говорю, купите мне, пожалуйста, такое обучение. И мне купили в подарок первое мое обучение, и все, я туда полностью погрузилась, и я сразу увидела все свои минусы, все свои косяки, которые меня приводят вот к каким-то таким не очень хорошим результатам в жизни. Я это все убрала, я прям меняла свои привычки, меняла свой характер, и все это постепенно меня привело к тому, вот что здесь сейчас во мне есть. Поэтому первое мое обучение, это был просто выброшенный подарок от близких людей, чтобы вот я постигла эти знания. А вот сейчас я была в поиске. Все, что вы делаете в школе нумерологии, Натальи Можиговой, это все ваши авторские программы, все авторское обучение и предназначение души — это авторские инструменты, или вы используете просто разные с разных школ? Я не могу сказать, что это авторский инструмент, потому что этот инструмент уже был, он уже придуман, он уже действующий. Просто каждый учитель, каждый проводник добавляет что-то свое видение, больше развивает какую-то свою сферу. И, соответственно, дальше после Ромы я пошла учиться в другую школу, где больше в глубину уходили в других знаниях. И вот я просто как маленький пазл все это в одну картину для себя собирала, и, соответственно, вот это дало мне вот такой результат, который сейчас есть, да, у меня в школе. И потом пошла еще в другую школу, в другое направление, там еще постигала глубину в других вопросах.
То есть я не могу сказать, что это авторский метод, просто это, знаете, вот совокупность всего того, что я для себя познала, изучила, систематизировала, сгруппировала, обработала и вот, так скажем, сформировала в свой курс. Но я в своем курсе прям знакомлю, у меня первый урок, я говорю, так, вот это мои учителя, у кого я проходила обучение в разных школах, и прям знакомлю. Говорю, вот это я изучала в этой школе у этого учителя, вот это вот у этого учителя. То есть у меня нет такого, что это я все сделала. Я знакомлю со всеми учителями своими. И каждый новый модуль, который я, например, благодаря какому-то учителю, да, для себя вот прям в глубину поняла, у меня первый вот лист в обучающем курсе, где я прям показываю фотографию и регалии вот этого учителя, проводника, и знакомлю его уже со своими учениками. Поэтому я не хочу такого говорить, что это там мой авторский метод. Там столько людей вложили, вот, как говорится, вот это хорошее зерно в меня, что я благодаря вот им всем вот есть у меня то, что есть сейчас. Поэтому я благодарю Бога, благодарю этих людей за то, что вот я могу нести эти знания уже своим ученикам. Наталья, вы такая вообще хорошая, реально. Вот над вами прямо даже, вот зрители, может, вы тоже видите, но над Натальей прям посередине на стене часы. Вы у меня реально как в нимбе, знаете, у вас, да. А вы знаете, вот когда в библиотеке-то был мастер-класс, да, там девочка стояла позади, в самом конце, и она видит вот, ну, то, что не видят другие люди. И мне потом написали сообщение в конце уже в соцсетях, говорит, я увидела, что сзади тебя стояли два ангела, прям вот с крыльями, и они как будто бы помогали тебе вести вот этот мастер-класс для других людей. Я так удивилась, говорю, да вы что? Да, прям вот фотографию даже такую прислала, ну, не мою, конечно, а вот похожую, что было тогда, какую картинку она увидела. А я сейчас, можно я вас сфоткаю и покажу, в том числе Да. зрителям просто, что они это тоже могут увидеть, что да? над вами есть нимб. Это отлично. Это символ, кстати. Пространство, люди, Бог с нами разговаривает через других людей, через символы, через знаки. Вот эти символы, знаки важно уметь читать. Вы прочитали этот знак. Это прям, там еще и свет горит. Да? А у вас есть какие-то плохие стороны, отрицательные качества? Вообще в нас, во всех людях есть и сильные, и слабые стороны, как, знаете, черное-белое. Потому что святые тут не рождаются. Мы все сюда приходим для того, чтобы... Мне сейчас это смешно слушать, потому что над вами нимб. Конечно же, есть во мне слабые стороны, какие-то темные, которые я в себе замечаю. Такая, ага, стоп, Наташа, так, ты зачем это погнала? И все, и начинаешь работать с этим. Конечно, есть. Ну, например, какие плохие, у каждого сильные? учителя есть обратная сторона, это гордыня. То есть, когда мы вот что-то знаем, например, больше других людей, и когда вот встречается человек, который, ну, казалось бы, там, ну, должен это знать, ну, это мне так кажется, что должен, но он и не должен знать. Я такая, да почему ты вот это не знаешь? А потом себя ловлю, Наташа, это гордыня. То есть мне хочется, чтобы человек другой то же самое знал, понимал, что и я. Это гордыня, это вот как раз вот слабая моя, темная сторона. И как вы с ней работаете? Ой, есть много разных практик на работу с гордыней. Я об этом, кстати, много постов писала в телеграм-канале, прям несколько статей. Идешь, собираешь мусор, самое легкое, на улице идешь, собираешь мусор, хапчики, бутылки и так далее. Все, нагнулся. Это, знаете, как вот зачем, почему были придуманы вот эти поклоны? Потому что когда мы кланяемся, мы как бы принижаем свою гордыню. И поэтому важно кланяться, да, и вот нагнулся, подобрал хапчик, подобрал бутылку, все, таблеточка от гордыни. Да, я тоже собираю мусор. Но... Вот, отлично, да. Блин, я, получается, у меня просто дочь тоже сейчас собирает мусор, но она видит, мать собирает, поэтому тоже преемственность. И в какой-то день я смотрю, она идет с бутылками пива, у нее там хабарики, вот эти вот от сигарет. Я говорю, дочь, давай ты не будешь собирать. А в общем-то надо, пускай их собирает, да, таким образом. Сейчас историю расскажу. Значит, я когда-то иду, собираю бутылки, вот просто и выкинуть некуда, потому что нет мусорки. Я иду с этими бутылками, идет навстречу, значит, мне человек, мужчина, говорит, куда бутылки сдаешь? Я такая, ну, в общем, куда бутылки сдаешь? Я еще пожалела, думаю, да, вот
Жаль, что сейчас нет вот этих пунктов приема бутылок, да, стеклотары. Это было бы на пользу. И пособирали, так скажем, да, еще и денежку получили. Да. Было у вас такое, что ученики подходят? У меня было такое, я с мусором уже иду, забираю, а ко мне подходят, типа, Светлана, здравствуйте, говорю, здравствуйте, здравствуйте. Ой, у меня столько разных историй было, когда я там не накрашенная, вообще не готовая к встрече, люди подходят: Наталья, я вас там слушаю, например, там в телеграм-канале, да, либо еще где-то. В больнице вот недавно ко мне подошел доктор, врач, так отвел меня в сторонку, я еще думаю, что он мне такое скажет, а я была с тетушкой, думаю, может, что-то такое страшное про нее скажет. Я вас слушаю. Вот хотелось бы с вами пообщаться на такую-то тему. Я такая: отлично, все, прям отлегло, да, потому что вот, просто подошли, потому что узнали. А что хотел доктор, можно узнать? Тоже понять себя, понять свое Серьезно? предназначение, да. Потому что есть люди, вот я же говорю, какая-то должность хорошая, семья, дети, это не признак того, что в душе-то все хорошо, что душа прям вот говорит: да-да-да, молодец. Вот прям когда, знаете, это чувство ни с чем не спутать. Я прям, у меня такой тумблер, если мне что-то вот не по душе, если комфорт души нарушен, я точно знаю, что что-то я делаю не так, либо я вот не туда пошла. И вот я слежу за этим тумблером. Это очень важно, потому что как только вот я ощущала, что тумблер вот этот ушел в сторону дискомфорта, я либо уходила вот там, да, вот где я слушала это, ну, либо начинала делать что-то другое. Как вы относитесь сейчас к деньгам? Деньги – это свобода. Да. Это просто для меня свобода. Свобода отдыхать, свобода куда-то ездить, свобода что-то купить себе, вдохновляющее, красивое. Это средство, чтобы получить свободу. Вот вы делаете курсы по предназначению души, у вас есть обучение и разные услуги есть. Ваше окружение, друзья, близкие, они говорят: Наташа, давай-ка ты нам тут расчертишь. Мы же друзья. Ну, Как вы им... Есть ли такое у вас и как вы им отвечаете? знаете, вот раньше, когда я только начинала, какие-то люди, мои самые близкие люди, вот прям так подумали: так, что Наташа, как так? Да как работу-то оставить? Я же ушла с найма, я создала свое дело, открыла ИП, то есть для них это было вообще непривычно. И вот их какие-то такие моменты, что: Наташа, а ты правильно все делаешь? Но они уже привыкли, что вот я упертая с детства, если я что-то задумала, я иду и делаю, потому мне никто никогда не отговаривал. Но вначале, конечно же, не было такого, что расскажи. Но через несколько лет ко мне стали приходить мои близкие люди, которые, видимо, просто наблюдали, да, за мной. И вот они обращаются ко мне, я так думаю, что даже не говоря друг другу, что я там у Наташи вот это спросил, вот это. Я, конечно, со всеми общаюсь, даю какие-то подсказки, рекомендации, но это не советы. То есть я не даю неброшенных советов ни в коем случае. Если меня спросят, я отвечу. Если меня не спросит даже самый близкий человек, я не буду ему вот навязывать и говорить: там, это неправильно, это не делай. Потому что нам можно ошибаться. А у вас поменялось окружение? Да, очень сильно. Очень сильно ушли те люди, которым уже не по пути, которые, например, понимают, ну, либо там я понимаю, что им эта тема неинтересна, и они просто перестали, да, как-то вот тесно общаться со мной. И это тема нормально. нумерологии или тема развития? И тема развития, и тема нумерологии. То есть есть люди, которые не готовы идти туда, куда я иду, и поэтому я с благодарностью их отпустила, поблагодарила за тот путь, который они прошли со мной когда-то. А столько много новых людей пришло, просто тысячи людей пришло. Я когда начинала, у меня там в соцсетях было 200 друзей. Сейчас, если посмотреть, вот если там все вот эти сложить, это будет 15 тысяч новых человек пришло. Вот с момента моего начала, да, становления в этом пути, 15 тысяч новых человек, которые смотрят, читают, интересуются, комментируют, которые задают вопросы, учатся. И разве ты будешь жалеть, что кто-то там, несколько человек ушло? Нет, просто это вот их путь. Мы разошлись, как говорится, как в море кораблей, это нормально. Ну, а сколько у вас близких людей, друзей? Ну, близких людей, я думаю, что, конечно, не так много.
может быть, 2-3 подруги, может быть, 4 подруги. Есть подруги, с которыми мы прям дружим 40 лет. А сколько вам лет? И уже 5-й десяток. Вау. Да, есть подруги, с которыми мы дружим 40 лет, и они рядом со мной. Они и выучились в моей школе также. Есть подруги, с которыми мы познакомились уже после института, где-то больше 20 лет, наверное, вот вместе, да, дружим. Тоже они работают в моей школе и выучились. То есть мы вот идем вместе, прям вот рука об руку. А было у вас такое, вот вы уже стали успешной, и вы встали на ноги, все хорошо, у вас там люди, которые за вами идут, у вас деньги появились, вы начали развиваться, но друзья какие-то остались с вами, но при этом они стали, ну, как бы, остались, ну, вы говорите то, что сменилось окружение, но вот есть подруги, которые там больше 40 лет с вами дружат. Да. И вот как бы ваша жизнь поменялась, да, а их, например, нет. И вы не можете вместе куда-то поехать отдыхать, например, потому что им, например, дорого. Было ли у вас такое? Такого не было, потому что я отдыхаю только с мужем. Только с мужем. Я один раз ездила отдыхать с подругами, и я поняла, что нет, я с подругами отдыхать не хочу. Почему? Значит, одна подруга в одно место хочет, другая в другое, третья в третье, а мне важно вот здесь, например. И я поняла, что я не могу вот, как говорится, всем, да, всем не угодишь. И вот это был опыт, который я познала, что вот так я ездить не хочу. Я хочу вот прям для себя ездить, поэтому я езжу только с мужем сейчас. А когда-то ездила только с сыном. Как у вас сейчас, такой вопрос, чуть не по теме, но как у вас сложились отношения с вашим новым мужем и с ребенком? Замечательно. Мой сын живет в Питере, учится в Питере, а мы с мужем живем в Сыктывкаре. Идеальная формула для хороших отношений. Отлично, да, все отлично. Вы сыну тоже сделали расчет? Конечно, сын обучился в моей школе, он все сам знает. Вау. Да, у него же есть, я просто вижу, что в его задачах быть продолжателем. Вот того, чем я занимаюсь, быть продолжателем. У него прям такая программа «Духовный проводник». Поэтому он знает все, чем я занимаюсь, он понимает вот во всех этих мелочах, да, и он даже начинает консультировать уже. Вау. Да, вот именно тех своих, да, одноклассников, друзей, которые ко мне не придут, просто потому что я там старше их, да, в 2 раза. Они придут к Максиму, к моему сыну. Это другой вообще уровень, да, передачи Да. наследства. Да. Совершенно. Крутяк. Я первый раз такое слышу, это потрясающе. Это тебе не машина, квартира, это то, что Это да. на чем ты можешь это заработать. Это то, Инструмент. с чем мы уйдем и в другие жизни. То есть мы же не заберем с собой квартиры, машины, там, с собой, да, с чем пришли, как говорится, с тем уйдем. Что наработали, с тем уйдем. И вот все это я отдаю ребенку, моему, да, сыну, который с этим пойдет дальше по жизни, и это круче любого вот этого наследства материального. Вот эта вот духовная база, это там, я не знаю, во сколько раз круче каких-то материальных ценностей, потому что это позволит ему там в 1000 раз больше, да, получить вот каких-то материальных благ, чем вот я могу ему там что-то оставить, предположим. Правильно я понимаю, когда у человека в жизни происходят ДТП, аварии, разрушается что-то, это говорит о том, что человеку надо пересмотреть какие-то свои ценности в жизни, свой путь, вообще куда он идет, чем он занимается и какими ценностями живет. 100%. И есть даже такой язык Вселенной. Вот у нас в школе есть целый модуль, посвящен язык Вселенной, как с нами разговаривает Вселенная, Бог, когда мы допускаем какие-то ошибки, делаем что-то не то. И вот, например, агрессия, вот вы сказали просто про аварию, да, про машины, агрессия как раз вызывает сложности с машинами, там аварии, штрафы, ДТП, просто какие-то проблемы с транспортом. Вот у меня у девочки, я делаю ей расчет и говорю так: в этом году ты сдаешь экзамен на агрессию, тебе важно с этим работать. И если ты не сдаешь этот экзамен, то тебе Вселенная это подскажет через транспорт. Могут быть сложности с транспортом, да, предположим. И она говорит: вот, все хорошо. Я думаю: вот, у меня машины нет, меня это не коснется. Ага, она в Питере живет. Говорит: сняли маршрут трамвайный. Вот на этом трамвае она ездила на работу за 25 минут. А сейчас сняли этот маршрут, и ей приходится 2 часа добираться до работы.
вот проблемы с транспортом. То есть это не всегда вот так буквально, да, происходит. Это вот Вселенная сигналит и говорит, вот, с этим поработай. И она говорит, я точно увидела, где я вот начала проявлять вот эту агрессию, и как Вселенная мне подсветила вот этот вопрос. Всегда есть язык, который важно уметь понимать. И не все, правда, его понимают, но я понимаю. Вот если я там слышу от кого-то, вот у меня там с карты деньги списали, там еще что-то сделали, я такая, ага, делать то-то, то-то. Я спрашиваю, ты вот это сделал? Да. Я говорю, вот это убери, потому что вот тебе уже прилетел знак. У Вселенной есть свои знаки, свой язык, которым она с нами общается. Вы можете сказать вот этот разговор? У человека сняли деньги с карты, вы у него спросили что-то, а что вы у него спросили, что он ответил? Он где-то был нечестен, он где-то что-то не договорил, приврал, может быть, налоги не платит, то есть, ну вот, оказывает услуги, не платит налоги, и Вселенная как бы вот таким образом все гармонизирует, приводит в равновесие, то есть где он задолжал кому-то, у него столько же и снимут, только через, предположим, там карту. То есть долги снимаются вот таким образом. Долги могут быть кармические, которые давным-давно тянутся, и прошло время, чтобы их искупить. У нас есть время всегда, чтобы исправить ошибки, нам дают время. Если мы не исправляем ошибки в течение какого-то времени, все начинают вот эти сыпаться знаки Вселенной. У вас есть курс по обучению, на котором у вас там много блоков. Расскажите о нем, что люди могут получить, взяв этот курс, в какой точке они могут оказаться? Самое легкое. В точке А, например, как я, да, про себя рассказываю, когда у вас нет денег, когда у вас нет самореализации, вы чувствуете, что вы не реализованы. Но подождите, этот курс стоит около 70 тысяч рублей. Вот если у человека нет денег, то как бы у него и вряд ли, наверное, деньги будут на курс. Вот тут такой момент. Это уже другой момент. У меня же тоже денег не было на курс. Я попросила Вселенную, говорю, Боженька, друзья мои, родные, близкие люди, я хочу курс обучения. Когда у нас есть цель, у нас вся Вселенная помогает нам, чтобы мы этой цели достигли, если она истинная. Но, соответственно, мы можем и всю жизнь думать, ну, у нас нет денег, ну и тогда мы будем оставаться в этой точке. То есть какой у тебя приоритет? Хочешь изменить, да, то надо что-то сделать, значит, иди заработай, найди дополнительный источник заработка, еще как-то, да, можно монетизировать. Вот я сейчас думаю, да, вот некоторые зрители, они такие думают, ага, как бы мне 2000 рублей, да, там наскрести на что-нибудь. Там они думают, вот хочу стул новый, не знаю. А тут вот она сидит такая умная, конечно, 70 тысяч рублей нам, значит, откуда-то надо. Сейчас я скажу, Светлана, дело в том, что вот у нас есть потребности, да, базовые, есть духовный, уже более выше такой уровень, и вот люди, у которых вот не закрыты вот эти вот прям самые вот эти низкие потребности материального плана, да, то есть покушать где-то найти, он не задумается о предназначении, он не задумается о том, что душа там где-то вот прям плачет, трепещет и говорит, я хочу другую, я хочу вот жить по душе. Там совсем другие ценности, и эти люди, они даже не будут меня смотреть. То есть они даже не придут на мою страницу, они не будут читать ни один пост. Это абсолютно другие люди. Я не говорю, что они там как-то плохие либо хорошие, я никого не делю. Просто их время еще не пришло. Мы развиваемся вот так вот, да, ступенчато. И сначала нам нужно научиться, предположим, закрывать материальные потребности. Нам важно научиться вот просто находить там, денег на краюшку хлеба, и мы с этого начинаем свое развитие. Вот как его пример, например, гусеница или там кто, да, то есть сначала она вот такая вся, и ей даже не хочется летать. То есть она вообще об этом не подумает. То есть есть люди, которым не нужно летать, им вообще это по барабану, как говорится. Но дальше, когда они научатся, вот там дальше, они задумаются о том, что ага, я хочу летать. И они найдут возможности. Ко мне не приходят такие люди, которые, ну вот у них другие сейчас задачи вот на это воплощение. Они просто не придут ко мне. Я даже не приглашаю таких людей, потому что, возможно, они даже не поймут то, о чем я говорю им. Я их не приглашаю. Я правильно понимаю, вот на этом обучении мало того, что люди получают расчеты по предназначению своей души, и годовые задачи, родовые кармы,
Что еще они получают? Потенциал, дело жизни, детско-родительские задачи, план души на всю жизнь, наши таланты, которые у нас есть, которые нам важно в себе раскрыть, так, кармы, ошибки прошлых воплощений, здоровье, чакры, предназначение пары, отношения, дети, выбор города для переезда, выбор места жительства, расчеты на каждый день. По промокоду «Портал» скидка на курс «Предназначение души» 5000 рублей. Огромный объем информации, возможностей, испытаний. Просто вот, может быть, я даже сейчас не проговорю все, потому что там огромный объем информации. Кто-то у меня 2 года изучает это. Только один. Доступ бессрочный? Бессрочный. Бессрочный. Кто-то за 10 дней, у меня прям рекорд. Недавно, вот в марте, девочка за 10 дней изучила весь вот этот курс огромный, а кто-то 2 года изучает. Потому что вот информация заходит именно по мере нашей готовности и раскрывается новыми пластами по мере нашей готовности. А еще эти люди смогут потом и другим людям тоже делать расчеты по вашей... Конечно же, в первую очередь они приходят для себя, мы себя сначала меняем, с собой работаем. Если у нас вот здесь затыки, если мы там что-то не поняли, как мы можем это другим людям дать? Поэтому все сначала работаем с собой, потом идем уже и даем вот эту пользу по запросу другим людям. Я всегда говорю, по запросу, девочки, работаем. Не надо там бегать и, как говорится, пытаться догнать и причинить добро другим людям. Мне кажется, это очень большая ценность, ту, которую вы даете. И цена 70 000 рублей, она вот ценность... Это бесценно. Да. Так что такое 70 000 рублей? Вот недавно девочка у нас закончила курс, получила сертификат 1 февраля, Валентина Сажина. Она со 2 февраля начала консультировать, к концу февраля она монетизировала эти знания на консультациях более 100 000 рублей. И она вот написала прям девочкам в чате, говорю, и написала: девочки, да какая разница, сколько это стоит, если это так быстро можно окупить. То есть какая разница, сколько это стоит, если через месяц ты уже там больше окупил, чем ты заплатил? Ну подождите, неужели у всех будет такая задача потом другим передавать это знание? Нет, Я знаю, что у Вали Сажиной, у нее же есть проект с кухнями. Конечно. И она сейчас делает и то, и то. Просто расчеты, получается, это тоже есть в ее задаче души? Тоже есть ее задача души. И Валя ко мне приходила на консультацию несколько лет назад, и мы с ней об этом всем поговорили, проговорили, тогда у меня еще не было школы, и это где-то вот засело, то есть все равно это желание остается. И у Вали это здорово получается, потому что у нее есть эта задача. Вот прям есть эта задача исцелять карму других людей, показывать людям пример, как надо, как не надо, показывать людям пути вот эти, да, развития, вектор показывать. И, соответственно, она пришла, получила сертификат и вот такой результат за месяц. И это для нее просто хобби. То есть это не то, что она там будет монетизировать, да, вот прям поставить на поток. Это просто хобби. Когда есть свободное время, когда доченька в саду, все, она вот занимается для души консультациями. По запросу, опять же. О чем вы сейчас мечтаете? О чем я сейчас? Да. А сейчас я мечтаю построить загородный дом. Вот я дошла до такого возраста, когда мне хочется собирать грибы, когда мне хочется там в своем вот доме там копошиться, грядки какие-то сажать, клубничку сажать. Вы вообще говорите, как будто бы про 2 разных Натальи. Да? Ну, вот, да, вы такая утонченная, мне кажется, вот я вообще вас представляю, что вы в загородном доме, где-нибудь это башня, вы с бокалом красивым пьете водичку с лимоном, либо же красное вино, и вот вы созерцаете на этот прекрасный мир. Ну, кстати, я мужу сказала, что ты там, конечно, все это сделай, но не факт, что я буду грядки эти копать, сажать и что-то делать. Возможно, я буду просто ходить и наслаждаться и там, не знаю, руководить процессом. Потому что мне нравится вот именно как-то руководить. Мы, кстати, когда вот квартиру покупали, он сам пытался там все сделать. Я говорю, давай лучше я найму бригаду, чтобы быстрее. Мне хотелось быстрее прям заехать, и все. И я прям ставила им задачи, говорю, вот это все делать. Вот это мне нравится. А самой это так, ну, может, для души. Я чувствую, что я молодец,
что я не сижу там где-то на шее, да, и, как говорится, и не плюю там в потолок, потому что я вот прям вкладываюсь, я вкладываю свой ресурс, у меня много энергии, я не буду просто так сидеть там и спать, например, хотя я могу там позволить себе, да, спать. И приходит в твою жизнь именно тот партнер, который твой. То есть ко мне бы не пришел мужчина, который, предположим, мало зарабатывает, потому что он бы просто не вытерпел меня. Но тот, который самодостаточный, который может, да, много зарабатывать, он понимает, что вот со мной там девушка, которая равна мне, которая мой партнер, и она со мной там не за денег, предположим, просто по любви. Поэтому всегда нам в жизни приходят именно наши партнеры под наши задачи. И иногда есть такие задачи, когда действительно мужчина в доме там больше, да, с детьми, и это ему и важно вот это делать, и это хорошо. Потому что женщине важно, там, предположим, в социуме раскрываться. И если вешать ярлыки, это плохо, это хорошо, вот это и есть, да, я не люблю это слово грех, но это как раз от невежества. Когда мы судим других людей, это от невежества, потому что не понимаем, а с точки зрения души это все правильно для них. Это вот так и должно быть, это хорошо для них. Интересно. И вот эти знания как раз помогают мне судить людей, потому что мы понимаем, что это вот так и должно быть. И он все правильно делает, он молодец. Или, например, вот, да, есть такой у меня мужчина был, говорит, я не хочу работать в найме, мне все там прям вот, давай, что ты как лентяй, там сидишь дома и так далее. А я же не знаю, я так рассказываю, говорю, вам желательно не работать в найме, вам желательно вот прям свободный фриланс, свободное плавание, когда пошел поток, пошло вдохновение, вы можете переделать столько, сколько люди там в найме за неделю делают, а вы можете за день столько сделать. И он такой, да, вот можно я это все расскажу всем моим, которые меня уже просто заколебали, да, что я сижу дома и не хочу там где-то работать. Вот, то есть у каждому своя правда. Но тут тоже рассказать другим себе надо прежде всего сказать, да, конечно же, себе это. найти, вот что да, вот я так и чувствовал, я так и хотел. Поэтому это просто помогает нам принимать других людей такими, какие они есть, и не грести всех под одну гребенку. Из чего состоит ваш день? Вот вы просыпаетесь, во сколько у вас есть какой-то режим дня? Из чего он состоит? Да. Обязательно есть режим дня, дисциплина. То есть я просыпаюсь примерно в часов 7, там, душ, чай, я не завтракаю, я вообще не обедаю до примерно часу, даже 2. Потому что я точно знаю, что если я буду есть, у меня вся энергия пойдет на переваривание пищи. Поэтому я работаю. Я сразу с учениками, я консультирую, я даю обратную связь, проверяю все домашние задания, общаюсь. То есть у нас вот прям такое плотное общение идет с учениками, либо там кому-то консультацию даю. И потом после 2 я обедаю и чуть-чуть там расслабляюсь, да, час. Ну и то, я не могу расслабиться, я там еще какие-то видео смотрю. То есть я ем и смотрю какие-то видео, такие познавательные. Вот, потом могу погулять, сходить, потом приходит муж, готовлю обед или там ужин, например. То есть вот в таком режиме я живу. Но и работаю до конца, то есть до вот прям пока не засну. Я все время с телефоном. У меня все время там какие-то вот вопросы, на которые я отвечаю. Сейчас, наверное, где-то люди сидят, думают, бизнес это круто. Кстати, я работаю допоздна. У меня подруга говорит, ты пиши, потому что многие люди думают, что ты вот ничего не делаешь. Там встала такая, хоп-хоп, бабочка выпорхала, но она-то знает, да, сколько вот нужно вкладывать ресурса, времени, и это гораздо больше, чем в найме. В найме ты там с 9 до 6 отсидел, и все. А у тебя здесь нет выходных, у тебя нет отпусков как таковых. В отпуске я работаю, потому что люди всегда пишут, всегда им нужны какие-то ответы. И вот ты с 7 утра до 22 вечера ты постоянно на связи, и это все твое дело. Но главное, что это по душе. То есть это не то, что там, ой, когда уже, нет, там такого нет. То есть все прям вот по душе. Это не работа, получается. Это не работа, это просто вот любимое дело, которое позволяет тебе монетизировать эти знания. Да. Какой совет вы можете сказать зрителям,
С чего начать? Те, кто на пути к тому, чтобы начать жить другую жизнь, те, кто сейчас в найме работают и с трудом уходят на свою работу, какой совет вы можете им дать? Можете ли дать какой-то универсальный совет? Кстати, такой хороший вопрос. Универсального совета нет вообще ни для кого. Все индивидуально. Но есть такой общий, который может помочь, я думаю, всем. Вот если есть такой человек, который вас вдохновляет, вот вы смотрите и говорите «хочу так же», либо даже зависть, если присутствует вот к этим людям, прям завидуете и говорите «вот, хочу, завидую». Я сейчас не говорю там белая зависть, да, темная, без разницы. Вот если вы почувствовали вот это вот внутри, что вы тоже так хотите, идите, знакомьтесь с этим человеком, общайтесь, подписывайтесь в соцсети, смотрите за ним, смотрите его путь, изучайте, да, как он развивается, что он для себя там познает. Вот идите и делайте, потому что зависть это прям такой признак, это такая подсказка, что у вас есть такой же потенциал. Вы можете сделать так же, даже лучше, даже круче, чем вот тот человек, которому вы позавидовали. Вот это, наверное, будет общий такой универсальный способ. Идите и общайтесь с этим человеком. Вот тут, кстати, тоже хочется сказать, мой психолог мне тоже говорит, зависть это круто. Это, да, подсказка, какой у вас потенциал, в какую сторону копать, в какую сторону двигаться, куда смотреть. Да. У вас есть команда, с которой вы работаете, или все вот это вы делаете нет. одно? Вы что, одной невозможно. Есть команда. Команда бывает от 5 человек и дальше, то есть от 5 до 9 человек постоянно. В смысле бывает? Ну, то есть вот постоянно это 5 человек, которые работают со мной, которые мне помогают в разных, у всех своя зона ответственности. Бывает, мы нанимаем еще других специалистов на какие-то разовые работы, на разовые проекты, и тогда, соответственно, команда может расшириться. У вас было когда-нибудь желание уехать из Сыктывкара? Ну, многие же, кто хотят, там, говорят, ну, надо развиваться, надо еще там что-то. Они уезжают из маленького города. Было ли у вас такое желание? Да, было. Но я отследила, когда было это желание, когда не было чувства собственной какой-то реализации, когда в душе был беспорядок, и когда я думала, что где-то там будет лучше, чем здесь. И когда я пришла вот к этой гармонии внутри, я поняла, что я живу в прекрасном городе. Я люблю Сыктывкар, я люблю Республику Коми. И вот мы даже ездили куда-то, когда мы только познакомились с мужем, мы ездили в другое, прям по России, и смотрели место, да, которое бы нам вот хотелось бы жить. Мы приехали, я говорю, ты знаешь, я нигде не хочу жить. Я хочу жить вот здесь, мне здесь все нравится. То есть это от чувства собственной какой-то неудовлетворенности жизнью пытается сподвигнуть людей, чтобы они нашли вот это что-то хорошее для себя в другом месте. Поэтому всегда мы берем с другое место себя в первую очередь. Да. И важно найти себя для того, чтобы потом не бегать по другим городам и не искать, где же вот это счастье в другом городе, вот оно внутри. Точно будут люди, которые скажут, ну вот сейчас такие события в стране, что нас заставили они уехать в другую страну, например. Это тоже просто потому, что им, ну вот, и у них такой важный путь поехать в другую страну. Эти тоже события нужны были для того, чтобы это сделать. Или же, ну это тоже люди, которые не смогли, например. Я бы не хотела, да, вот Угу. как-то ставить какой-то ярлык, потому что у каждого своя история, своя судьба и свои какие-то задачи, которые их привели вот к этому результату. Поэтому оставим эту тему. Да. Какой у вас оборот в школе нумерологии? Денежный оборот? В месяц? В месяц, в год? В среднем где-то около 500 тысяч в месяц. Угу. До какой суммы вы хотите дорасти? Я сейчас ставлю себе цель 1 000 000 рублей в месяц. Да. Я почему-то думала, от вас уже пахнет этим. Я, кстати, даже ребятам сказала, говорю, к нам придет эксперт, у нее вообще-то чистая прибыль уже 500 тысяч рублей. Да. Ах, да, это хорошо. Да. Что... Я себе прям поставила, я прям записала себе в цели, что я хочу, чтобы в месяц прям от 1 000 000 рублей. О, у вас точно получится. Очень классную фразу услышала от одного из предпринимателей. Вот, кстати, это интервью тоже... Вот будет классно, если вы отзыв напишите, и будет классно, если вы отследите, что поменялось после интервью, потому что это тоже
Я не знаю, как это работает, но это как будто бы ты позволяешь себе что-то другое. И это, знаете, как я ходила вот на VIP Mastermind, и там разговор около часа стоил 5000 рублей. То есть ты приходишь и вот с тобой обсуждают. Я такая, 5000 рублей, знаете. И я такая, ладно, отправить, не отправить. Мне приходит сообщение, Светлана, мы заказываем у вас выступление, вот 6000 рублей. Я такая, вселенная, я поняла. И я иду туда, и просто очень круто начинают другие события складываться. Это был очень классный час разговора. Когда эти желания истинные, то тебе прям все помогают. Да. Прям приходят эти подсказки. Вот мое желание было, я хочу учиться там в этой школе, да, первой. Все, и пришли деньги. Пусть через других людей, но они пришли, и все, я получила. И дальше. Потом я уже сама, когда окупала свои первые консультации, я вкладывала дальше в обучение. То есть я это не тратила там на штанишки, помады и так далее. Нет, я всегда вкладываю именно в развитие в первую очередь, потому что это поможет мне дальше идти, дальше масштабироваться. А вот это вот там тряпки, это вообще все последнее уже. Да, второстепенное. Ну, потому что мишуру же снимаешь, да, и ты оголяешься, когда-то очень важно, что там внутри происходит. Я благодарю вас за этот разговор. С вами вообще безумно интересно. Давайте, когда вы вырастете до 1 000 000, вы так побудете в этом какое-то время, и мы с вами еще раз сделаем разговор насчет темы предпринимательства. Как вырасти, и мне кажется, это тема женского предпринимательства, потому что вы такая утонченная, вы такая мягкая, и вы так это с любовью и играючи делаете, и это интересно. Это, так говорят, бизнес по-женски. Он без вот этого напряга, без достигательства. Он так, вот, казалось бы, да, легко, но вот внутри есть этот стержень. Да, у вас он такой, да, классный. Спасибо вам. Да, кстати, друзья, ставьте, конечно же, лайки, комментарии, пишите. Я думаю, что Наталья по мере возможности ответит на ваши вопросы. И, конечно же, подписывайтесь на канал. И ссылка в описании на школу нумерологии Натальи Можиговой, на страничку ВКонтакте. Вы сможете перейти, посмотреть, что у нее там. Конечно же, пройти курсы, заказать предназначение души, выйти на новый уровень своей жизни и узнать ответы на самые интересующие свои вопросы. Отлично, да будет так. Да пусть будет так.